По ассоциации с тиграми, естественно, вспомнил ваших коллег запашных, которые работают в конкурирующей конторе, я бы сказал, в цирке на Вернадского. Это вы конкуренты? Нет, абсолютно. Нет? Нет, мы совершенно не конкуренты, ни до них, а с их появлением. То есть вот эти два цирка московских, они в общем, разнесены. Ага. Они, может быть, в одном и том же поле существуют, но они как-то разнесены, потому что вот даже такой пример, цирк закрывается раньше на каникулы, чем наш. И мы не чувствуем притока сразу зрителей. То есть там, очевидно, уже за годы, десятилетия существования сложился такой свой зритель. А тем более, ребята, сейчас у них свое направление в цирковом искусстве, они его выбрали сами. Такое жесткое немножко и не классическое, это модерн. То есть вы считаете, это эксперимент, то, что запашные делают? Ну, это не то, что эксперимент. Я не знаю, как они к этому относятся. Они это считают, наверное, что это, так сказать, направление, которое они для себя считают необходимым. Вот эти вот УФО, там, заклинатели, прорицатели, сложные костюмы, темное действие, черные с золотом цвета. А у нас по-другому все, поэтому я не сравниваю, там, не лучше, не хуже, просто другое. Поэтому тут очень сложно конкурировать. А ценовая политика, кстати, двух цирков, она различается или примерно одинаково стоит сходить в цирк на Цветном и на Вернадского? Примерно одинаково. Если и есть билеты дешевле наших, то, наверное, самое, которое далеко-далеко. Потому что у нас, нам трудно, потому что зал небольшой, 2000 мест всего, он оптимальный. И, в общем, это всюду хорошо видно. Да, есть, дальше есть ближе, понятно. Есть бинокли, это бизнес гардеробщиков, как обычно. Ну да. Ну вот, поэтому нет, цены, в принципе... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».